Один из древнейших храмов в России, Тхабаерды, находится в аварийном состоянии. Одна из стен объекта культурного наследия обрушилась. Приблизительная площадь разрушения 12-15 квадратных метров. Составлен подробный акт повреждения храма с приложением фотоматериала. Часть стены обрушилась. Мы информировали Министерство культуры. У нас есть договоренность. Проект будет в 2015-2016 готов. Будет правительство ПСД. И мы это сразу переправляем в Министерство культуры. Все, что есть, это нам наши предки оставили. И к этому надо относиться архиважно и серьезно. У меня просьба к руководителю управления наследия, вам лично, чтобы там было и начало работы, периодически надо там быть. Министр обязательно будет, но и правительство, Равиль Мусаевич, чтобы выезжал периодически туда. И какие-то вопросы сразу докладывайте председателю правительства. Вы сказали обратиться за недостающие фрагменты, чтобы нам прислали тоже через краеведческий. Часть у нас лежит в краеведческом музее, да. Вот, поэтому в этой части, я думаю, у нас проблем не будет. Глава Ингушетии сообщил, что Министерство культуры России еще ранее было проинформировано о состоянии храма Тхабаерды и других исторических памятников в горной части Ингушетии. В марте в республике побывала делегация во главе с первым заместителем министра культуры России Сергеем Обрывалиным, а также владелец промышленно-финансовой группы «Сафмар» Микаил Гуцериев. Махмуд Али Калиматов напомнил, что по итогам встречи с представителями Минкульта страны было заявлено о реконструкции группой «Сафмар» порядка 10 объектов культурного наследия и башенных комплексов, в первую очередь тех, что находятся под угрозой исчезновения. Обанхо, Кели, Пуй. Уже начаты работы по реконструкции 3 башенных комплексов Ни, Морч и Харпи. Открыть объекты после реставрации планируют до конца 2023 года. В предстоящих работах примут участие специалисты и ученые из Ингушетии. Реставрацию на всех объектах планируется завершить в мае 2024 года к праздничным мероприятиям по случаю столетия государственности Ингушетии. Мы ответственны сегодня за каждое там сооружение, которое дошло до наших дней. Обрушение внутренней части одной из стен культурного сооружения обнаружили в ходе мониторинга сотрудники Джайрахско-Асинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника. Информацию незамедлительно довели до руководства региона. Позже, по поручению главы Ингушетии, совещание с участием ученых, историков, археологов, сотрудников музея краеведения имени Тугана Мальсагова провел первый заместитель председателя правительства региона Магомед Евлоев. Все наши ученые, все наши археологи, несмотря на то, что даже если эти работы будут проводить специалисты высокого уровня за пределы нашего субъекта, мы все должны быть вовлечены в эту работу. Потому что где-то что-то подсказать, где-то что-то исправить. Эта работа должна вестись всеми нашими учеными. Это мнение главы республики. Наша главная задача – это сохранить, восстановить уникальность нашего объекта. Состояние храма в целом также критическое. Атмосферные осадки привели к деформации кладки, появились глубокие трещины. Это достояние ингушского народа, это достояние нашей страны. Глава республики относится ко всем объектам, а к этому объекту очень пристально. Вместе с Минкультурой России и благотворительным фондом «Сафмар» запланирован большой объем работ по восстановлению архитектурных памятников средневековой Ингушетии. В течение 5-10 лет будут отреставрированы и восстановлены большинство исторических сооружений на территории Горной Ингушетии. Древний христианский храм Тхабаерды и комплекс оборонно-сторожевых башен во Внушке реконструируют за счет средств федерального бюджета, выделяемых Министерством культуры. Работа над восстановлением и реставрацией храма Тхабаерды, она начата давно. Но сейчас по непредвиденным обстоятельствам, к сожалению, и природные явления тоже не всегда нам способствуют. Обрушение, частичное обрушение стены, но не самой стены, а забора, да, там часть ограждения. Требует безотлагательного рассмотрения данного вопроса. С реставрацией медлить нельзя, отмечают на встрече. Сейчас необходима помощь историков, ученых, археологов, работников музея, чтобы собрать все исторические факты и изучить их до мельчайших деталей. Особую тревогу вызывает южная стена. Южная стена, она с юго-западной стороны и с юго-восточной стороны, она в трещинах, вся в трещинах. Ну и учитывая ту ситуацию, которая сложилась сегодня с обрушением вот этой стены,
еще не ясно, в каком состоянии находится северная стена. Северная стена. Ну, мы будем вопрос корректировать в экстренном порядке. Как только мы получим эти проекты, мы их в срочном порядке, как говорится, согласуем. И по мере поступления заявки на реставрационные работы мы будем согласовывать и выдавать документы. Тхабаерды – одно из самых древних христианских культовых сооружений на территории России, датируемое примерно 8 веком нашей эры. Впервые за вековой период церковная служба в храме прошла в 2012 году. Длина уникального строения 17 метров, ширина 7,5 метров. За реставрацию я огромный турпоток, паломнический поток, но горная башенная архитектура является уникальным культурным достоянием не только Ингушетии, но и всей России. Ежегодно край башен посещают тысячи туристов со всего мира. Последний раз Тхабаерды реконструировался в 1968-69 годах грузинами. По итогам встречи было решено, что из Ингушетии в Грузию отправится делегация, которая проведет работу с историческими материалами, сохранившимися у специалистов, а позже соберут весь пазл. Саму реконструкцию планируют начать летом. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.